3 раза в день в режиме онлайн информация по ценникам с рынка. За стабильностью цен в период Рамадана будет следить рабочая комиссия. Об этом распорядился глава региона. Мы его знаем как человека военного, как человека, который любил свою родину и защищал свою родину. 153 года назад родился генерал Российской императорской армии, удостоенный золотого георгиевского оружия Торт Укуров. Развивать у учащихся навыки проявления силы воли в принятии собственных решений. Давайте жить дружно и без сомнительных, нетолерантных течений. Профилактика экстремизма в 10-й школе Карабулака. Сначала 2 полосы, чтобы люди могли спокойно проезжать, заезжать. А потом уже переходим плавно к второй части. На участке дороги Назрань-Магаз возобновились строительные работы. Ремонтируют мостовую часть участка. Мы подвезли лес, чтобы поставить опалубку в дальнейшем, чтобы использовать и на крышу после заливки верхний фундамент. Сегодня расскажем о еще 2 семьях, которым удалось помочь в строительстве домов. Представители фонда «Солидарность» в ответе. Это новости 24. Здравствуйте. В Ингушетии по поручению главы региона создана рабочая комиссия по недопущению необоснованного роста цен на продовольственные товары в месяц Рамадан. В рамках ее деятельности будет реализован ряд специальных мер, направленных на сдерживание ценового роста. Об этом доложил в ходе совещания в Магасе министр экономического развития Малатар Шхоев. По его словам, в рамках мероприятий по ограничению необоснованного роста цен администрациями городов и районов совместно с Минсельхозом Ингушетии будут проведены ярмарки по реализации сельхозпродукции местных производителей и производителей из других регионов. На сегодняшний день в Ингушетии самые низкие в СКФО цены на основные продукты питания. Глава Ингушетии подчеркнул, что вся информация о ярмарках и действующих ценах должна регулярно доводиться до населения. Цитата. «Люди должны иметь возможность закупаться там, где продукты дешевле», – сказал он. Кроме того, Евкуров потребовал соблюдать жесткий контроль за качеством продуктов и за санитарным состоянием места их реализации. По данным Северокавказстата по Республике Ингушетия на апрель текущего года индекс потребительских цен в Республике Ингушетия в процентах к декабрю предыдущего года составил 100,97%, что ниже уровня общероссийского индекса, который составляет 101,19%. Цены на говядину, масло сливочное, творог, сыр, картофель, чай, яйца, хлеб и масло подсолнечное остаются самыми низкими по СКФО. Учитывая, что важную роль в сдерживании роста цен на продовольственные товары принадлежит розничным рынкам, проведена соответствующая работа с управляющими рынками компаниями по обсуждению одной из действенных мер по снижению арендной платы за предоставление товара от торговых мест на рынках республики в период священного месяца. Это все наше. За все мы отвечаем с тобой. И за рост цен, если не обоснованный рост. И за качество продуктов питания. Каждый человек рабочей группы должен отвечать за что-то. 3 раза в день в режиме онлайн. Не надо там меня всех обманывать. 3 раза в день в режиме онлайн информация по ценникам с рынка должна проходить. Это проходит без предупреждения этих товарищей. Где завысили, где не завысили. Когда ценник ставит тот, о котором мы говорим, а людям говорят, нет, это нам навязали, а продаем мы выше. И опять диктуют другие цены. То есть ценник там 60 рублей, а продают за 70 рублей. Соответствует ценнику. На всех товарах должны быть ценники. И на это обращать очень серьезное внимание. Третье. Со всеми крупными оптовиками, а вы должны были с ними разговаривать еще там месяц назад, переговорить. В том числе, кто снимает в аренду помещение. Насколько же хозяин рынка снижает арендную плату, и насколько этот товарищ-продавец снижает в том числе цены на товары именно в этом месяце. Потому что все взаимосвязано. Через 10 дней мы подводим итоги.
Если там уже в течение 10 дней идут нарушения, мы тут же жесткие меры должны принять, вплоть до закрытия этого рынка, и там развертывать там уже выездную ярмарку там, выходного дня. Ну и по качеству день и ночь работать, особенно обрати внимание на продукцию, так называемые, бахчевые, фрукты, овощи, насчет нитратов. За бесперебойным вводом, энерго- и газоснабжением будет следить оперативный штаб, созданный по поручению главы республики. Штаб, напомню, располагается в правительстве региона. В случае ЧС вы можете звонить по номерам телефонов, которые сейчас видите на своих экранах. Ирина Цичуева подробнее. Для того, чтобы у жителей республики в этот священный месяц не возникали проблемы с электро-, газо-, водоснабжением, в правительстве региона создан оперативный штаб, который в течение всего священного месяца будет обслуживать население. Помимо прочего, принимать звонки от жителей республики оперативный штаб и будет в 3 дня празднования священного месяца Рамадан. Сотрудник оперативного штаба принимает очередной звонок. Мужчина на конце провода жалуется на отсутствие в доме газа. На месте связались с соответствующими структурами, чтобы устранить неполадки. Такие звонки здесь поступают со вчерашнего вечера. Вчера были звонки по поводу отключения воды, но все было устранено в кратчайшие сроки. Все службы готовы. Когда поступают оперативные звонки, сразу бригады выезжают на место аварийной ситуации и устраняют сразу. Оперативный штаб, созданный по поручению главы Ингушетии, работает круглосуточно. Принимают звонки от жителей республики сразу 4 специалиста, отвечающих за электричество, газоснабжение и подачу воды. Полностью круглосуточно работает оперативный штаб. И дневная и ночная смена, они меняются. И по 12 часов каждая смена. Традиционно многие обращения касаются отсутствия воды. В большинстве населенных пунктов республики это самая актуальная проблема в месяц Рамадан. У многих жителей региона есть небольшие огороды, которые необходимо поливать, потому и бывают задействованы все водозаборы. Мы напоминаем, по всем вопросам и жалобам нехватки воды или отсутствия газа и света звоните по номерам, которые вы видите на экране. Сотрудники оперативного штаба правительства Ингушетии принимают звонки в любое время дня и ночи. Ирина Цичуева, Ахмед Парчиев, Новости 24. Ифтар в кругу друзей, коллег и просто соседей. Сегодняшний вечер священного месяца традиционно объединил десятки жителей столицы. В Магасе прошла благотворительная акция «Шатер Рамадана». Для разговения постящимся накрыли стол с национальными блюдами. Все это сопровождалось теплым общением и пожеланием друг другу мира, добра и благополучия. Сегодня первый день поста, и очень приятно, что здесь все дружно собрались, совершают разговение. Город наш небольшой, дружный, и хочется, чтобы он таким и был. В этом году в стационарных летних лагерях в регионе отдохнут 4000 детей и подростков. Еще почти 10 тысяч ребят проведут время в лагерях дневного пребывания. Об организации детской летней оздоровительной кампании в Ингушетии говорили на совещании у Юнусбека Евкурова. Как сообщил министр труда, занятости и соцразвития Ингушетии Зелимхан Котиков, в летней кампании примут участие 4 стационарных лагеря – Нерзи, Комарова, Нефтяник и курорты Ингушетии. 4 смены продолжительностью 21 день. Предусмотрено 5-разовое питание. Глава Ингушетии отметил, что отдых в летних оздоровительных лагерях должен быть максимально комфортным и безопасным для детей. По его словам, важно сохранить в этом году весь необходимый объем мероприятий для отдыха и оздоровления детей. Вы со своей стороны держите вопрос на контроль, в том числе воспитателей. Как у нас 2-3 случая было в горах, когда там провели инструктора, сами же появились инициаторами там, вот этих всех проблемных тем. Ну и плюс посмотрите вот эти программы, там не просто планы расписали, чтобы дети за 21 день, что он в лагере находится, чтобы он чему-то научился. Понятно, да? Это обратите внимание. По линии финансовой составляющей проверить еще раз, куда деньги, как в том числе по поставщикам продуктов, по этим услугам выше или ниже рыночных, и по качеству уже Роспотребнадзор разберется.
153 года назад родился Тонт Наурузович Укуров. Он был вторым среди ингушей генералом Российской императорской армии, в рядах которой прослужил до 1915 года. Имел 6 боевых орденов, был награжден золотым георгиевским оружием за личную храбрость, проявленную в бою с австрийцами. Подробности жизни выдающегося офицера в репортаже Тамерлана Хамхоева. 17 мая 1865 года. Высокогорное селение Гули. Именно здесь, в том самом году, родился один из выдающихся людей ингушского народа – Тонт Наурузович Укуров. Так как он очень рано лишился родителей, воспитанием будущего генерала занимался его дядя. Именно он и отправил Тонта на учебу во Владикавказ. После он поступил в Ставропольское военное училище и, закончив его, продолжил обучение в Московском юнкерском училище. В 1887 году Укуров был зачислен в Крымский полк, и с тех пор звания присваивались ему с завидной регулярностью. Короткий период времени Тонт Укуров сделал стремительную военную карьеру. В 1913 году он был произведен в чин полковника. Тонт Наурузович, участник Первой мировой войны, 24 августа 1914 года в боях у деревни Азабежи он захватил эту деревню и прилегающий мыс к нему, к северу от нее. Удержал их, несмотря на сильнейший огонь и атаки противника, сам зачастую переходя в контратаку. 26 августа 1914 года в этих боях он был ранен в левое бедро, вследствие чего у него была ампутирована нога. За мужество и храбрость, проявленные в этих боях, Тонт Укуров был награжден именным золотым георгиевским оружием. Работники Ингушского государственного музея краеведения подготовили небольшой стенд с заметками о жизни и карьере Тонта Наурузовича Укурова. Каждый желающий может прийти и посмотреть материал о жизненном пути генерал-майора. О том, что последующему поколению он завещал продолжить свой славный путь, говорят подвиги его потомков. Внучка Тонта Укурова Ужахова Ляля, она, когда началась Великая Отечественная война, была на 3-м курсе театрального университета. Она бросила этот университет, окончила медицинские курсы и добровольно ушла на фронт. Она прошла всю войну, умерла она только недавно. А также внук Тонта Укурова Адельгерей Мальсагов, он был в школе отличником. Ему дали целевое место высшее учебное заведение, но вскоре началась Великая Отечественная война, он выбрал войну и добровольно ушел на фронт. В 1943 году жизнь Адельгерея оборвалась. В марте 1917 года Тонт Укуров возглавил местный орган самоуправления – Национальный исполком. После выхода на пенсию генерал-майор принял участие в создании Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана вместе с Гапуром Ахриевым, братьями Джабагиевыми и другими представителями кавказской интеллигенции. Мы его знаем как человека военного, как человека, который любил свою родину и защищал свою родину. И именно таковым он запомнился нам и запомнится последующим поколениям. Это был настоящий патриот своей родины. На мемориале памяти и славы среди других высечено имя Тонта Укурова на каменной плите. Жизненный путь генерала Укурова, 28 лет честно и с достоинством прослужившего в рядах российской армии, является примером для подрастающего поколения. Вклад, который он внес в становление и развитие русского военного дела, отражается на жизненном пути его потомков. Тонт Укуров скончался в 1934 году и был похоронен в сельском поселении Инарки. Важно не забывать о славных подвигах наших выдающихся земляков и по возможности приумножать количество доблестных страниц истории ингушей своими достижениями, как это делает правнук Тонта Укурова Хаджибекар, продолжая военное дело своего прадеда. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. Нет терроризму и экстремизму. Встреча под таким названием прошла в 10-й школе Карабулака. Организаторы мероприятия преследовали лишь одну цель – побудить молодежь думать и размышлять исключительно в созидательных целях. О доброте и здоровом восприятии жизни – репортаж нашего корреспондента. Учащиеся школы номер 3 города Карабулак, общественные и религиозные деятели, все они собрались, чтобы сказать «нет терроризму и экстремизму». Ученик 10 класса Анзор Мартазанов считает, что к экстремистским группировкам присоединяются в основном ребята из неблагополучных семей и закомплексованные подростки, которые стесняются общаться со своими ровесниками. Данные мероприятия дают нам стимул бороться с терроризмом и не только с терроризмом, а бороться вообще с несправедливостью в мире, потому что терроризм чаще всего начинается с каких-то мелочей и складывается то мировоззрение, которое в последующие годы может перетечь в какую-то вербовку и вступление в террористические организации.
Помощник руководителя следственного отдела Беслан Матиев отметил, что лидеры экстремистских группировок завлекают молодежь, зачастую обещая решение всех проблем, в том числе материальных. В основном они зомбируют своих жертв в социальных сетях. Молодые люди даже не задумываются, что, участвуя в таких формированиях, они не только не решают свои существующие проблемы, но и создают себе многочисленные новые, тем самым уничтожают свое будущее. Есть такие моменты, когда человек не знает, то есть молодые люди, сам человек не знает того, что он публикует какую-то статью, да, или как так называемый статус, да, у себя в интернете, он уже подвергается тому, что если эти слова уже как бы считается экстремистского характера, он уже под влиянием какой-то статьи, да, и то есть уголовной наказуемой статьи, можно так сказать. Свое отношение к терроризму ребята выразили через стихи, песни и плакаты. Мы внесли очень много полезной информации о том, что нужно делать, если у нас есть подозрения на вступление или же наших близких, например, в какие-то террористические организации, какие меры наказания следуют за вступление в эти организации, а также за проведение террористических актов. Организатор круглого стола Белла Гуражева отмечает, что целью этого мероприятия воспитать у молодежи терпимое отношение ко всем людям, вне зависимости от национальности и религии. Мы хотели сформировать у учащихся нашей школы отрицательное отношение к проявлению экстремизма, терроризма, развивать у учащихся навыки проявления силы воли в принятии собственных решений. Старейшина города Карабулак Беслан Амхадов также объяснил ученикам, что нет такого понятия «исламский терроризм». Все религии призывают к миру и запрещают убивать людей. В завершении круглого стола была вынесена резолюция. Средней общеобразовательной школы номер 3 города Карабулак не поддаваться провокациям экстремистов, стремящихся расколоть и противопоставить различные народы и религиозные общности России. Залина Магушкова, Лариса Аздоева, Хамзат Халухоев, Новости 24. В Ингушетии в середине июня состоится праздник футбола, приуроченный к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России. В рамках мероприятия запланирован большой турнир между 12 футбольными командами региона, которые будут одеты в форму сборных команд разных стран мира. Об этом в ходе совещания у Юнусбека Евкурова сообщила вице-премьер Петимат Аушева. По ее словам, участие в турнире примут как футболисты ингушского клуба «Ангушт», так и спортсмены-любители. Одна из команд-участниц состоит из волонтеров. Так они решили отметить год добровольца. Кроме того, в начале июня рядом с городским прудом в Назране будет организована площадка для пляжного футбола. На ней будут установлены 2 сетки и другой необходимый инвентарь. Площадка будет работать в течение всего летнего сезона. Ингушетия заключила двусторонние соглашения в сфере туризма с Москвой, Ростовом-на-Дону и Екатеринбургом, в рамках которых туристам, приезжающим в эти города на матчи ЧМ 2018, в рамках экскурсионной программы будут предложены краткосрочные туры в Республику Ингушетия. Спикер Народного собрания республики Зелимхан Евлоев встретился сегодня с командой творческих единомышленников, благодаря которым свет увидел мультфильм «Король лев» на ингушском языке. Председатель выразил признательность тем, кто занимался переводом и озвучиванием анимации, и вручил им грамоты. О вкладе в дело сохранения родного языка расскажет Индира Манкиева. «Король лев» или «Ломпачах» – ребята самых разных возрастов. Именно они трудились над переводом и озвучкой всеми любимого диснеевского мультфильма. Для того, чтобы выдать на суд строгим и капризным зрителям идеальную картину, молодым людям пришлось работать и днем, и ночью. Обо всем этом они рассказали спикеру регионального парламента Зелимхану Евлоеву, который сразу после просмотра «Короля льва» на ингушском языке решил, что команда, работавшая над переводом мультфильма, заслуживает благодарность. Yok koşturuş bulmuş ama horda yaratsak geçti şolçu hoş kahiger bular ya uçu alpi çıdoğaş doğduğun doğaçış işte alan çok bezara bol haber bol zeh boyuş bak bol bak.
о том, сколько времени, сил и упорства ушло на озвучивание мультфильма. Ни один из них не имеет актерского опыта. Именно поэтому в основном и возникали большие сложности. Учиться времени практически не было. Здесь и сейчас вся команда понимала, что новаторская идея не может провалиться. Все это еще одна возможность популяризировать ингушский язык. Проект чаканчул тяжко одук баркаст на чакну туда безумно шок шо одук так я был да наш хостес там сухаш мы тоже был поддерживать здесь и спонсорские вообще определенный спонсор ваш сам нужно помби. В встрече также приняла участие Марьям Амриева. Зелимхан Евлоев поручил ей провести заседание профильного комитета, на повестку которого уже в очередной раз будет вынесен вопрос развития и поддержки нашего родного ингушского языка. Сейчас акамын договор сэгвэн айта олар воде боби бил буцу бил когда дит камел дуц ца атхача шултага ца без бат изм гах вырж булыгы если вот здесь олар вот керти без дуц. Ну а в знак признательности и поддержки молодых людей спикер вручает им благодарственные грамоты. Благодарность председателю Народного собрания объявлена Ведзиджу Анзору Башировичу. Останавливаться на этом ребята не намерены. Студия озвучки уже имеется. Далее будут набираться новые голоса для озвучивания новых мультфильмов. Таким образом, они планируют привить детям любовь к родному языку с раннего детства. Мы планируем выложить это в сеть, а там это зависит от спроса. Естественно, мы рекомендуем его к просмотру, потому что действительно перевод получился хороший. И наш режиссер Расулат Мурзаев сказал, что это был одним из лучших, вернее, даже лучшим проектом, а у него их было около 120, более 120 проектов. То есть от начала до конца фильм был проработан. Даже вот буквально пару дней назад мы закончили основные шлифовки этого мультфильма. Работу этих ребят смело можно назвать благотворительной, так как финансируется проект за счет их же собственных средств. Но это пока, надеется команда. Индира Манкива, Хамзат Халухаев, Новости 24. Это еще не все новости. Сразу после короткой рекламы вы увидите. На участке дороги Назрань-Магаз возобновили строительные работы, ремонтируют мостовую часть участка. Сегодня расскажем о еще двух семьях, которым удалось помочь в строительстве домов. Представители фонда «Солидарность» в ответе. Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.com и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.com. Назрань, улица Евлоева, 41. Продолжаем. На участке дороги Назрань-Магаз возобновились строительные работы. К реконструкции приступили пару дней назад. Ремонтируют мостовую часть участка. Это около 400 метров. Трасса двусторонняя, и сначала ремонтным работам подвергнется дорога, ведущая в столицу, а затем противоположная сторона. Как и планировалось, асфальт проложат до поста у въезда в город. Асфальтовое покрытие выбрано специально. Его срок годности дольше, чем у предыдущего. Работы планируют завершить в течение 3 дней. Конечно,
водителям, которые ежедневно ездят в магаз на учебу или работу, придется запастись терпением и лучше выезжать из дома пораньше, чтобы не опоздать к началу рабочего дня. Мы не общую полосу закрываем, а по отдельности. Сначала 2 полосы, чтобы люди могли спокойно проезжать, заезжать. А потом уже переходим плавно к второй части. После укладки моста планируем развилку под мост и 3 полосы. Въезд магаз в сторону Назрань и второй въезд магаз. В детском саду «Маленькая страна» селения Кажево состоялось торжественное открытие детского клуба «Шахматное королевство». Почетными гостями были заместитель директора благотворительного фонда, один из руководителей проекта «Шахматы в школах» Игорь Бородачев и гроссмейстер, чемпион Европы, президент шахматной федерации Ингушетии Эрнест Янаркиев. Открытие этого клуба является инновационным проектом и влечет за собой повышение качества дошкольного образования. Фонд «Солидарность» продолжает свою благотворительную деятельность. Сегодня еще 2 семьи получили строительные материалы. Напомню, фонд создан по инициативе главы Ингушетии и при поддержке работающего населения региона. Сюжет Заремы Ивлоевой. Руслан и Эсет Хаматхановы в браке уже 12 лет. И все это время живут они в этой скромной постройке, которую домом назвать сложно. Зимой помещение не отапливается, вода не проложена. Здесь же воспитываются 5 детей. Младший из них страдает астмой. Сырость, которая буквально поедает стены, стала причиной постоянных недомоганий и остальных детей. Но и этот скромный уголок не является собственностью Хаматхановых. Не так давно они получили земельный участок. Глава семьи своими силами залил фундамент, после чего стройка на несколько лет заморозилась из-за отсутствия финансов. В 2016 году Руслан обратился за помощью в фонд «Солидарность». Благотворители решили не только закупить стройматериалы, но и смотивировать родственников помочь нуждающимся. Мы поставили условия данной семье, если они своими силами постараются построить стены, потому что для стен, как мы знаем, не так уж много финансовых расходов идут. Поэтому на себя мы взяли самую трудную финансовую часть дома. Тем, наверное, и отличается благотворительный фонд от всех остальных организаций, что здесь исполнительный директор готов и сам разгружать лес, лишь бы дела народа пошли в гору. Строительные материалы этой семье в виде кровли и леса предоставлены на 150 000 рублей. Теперь хозяин дома сетует на новые проблемы. Помочь каждой семье построить дом под ключ у фонда нет возможности. Благотворители предлагают семьям сотрудничество. В случае, если Руслан все-таки найдет людей и возможности построить из привезенного материала крышу, «Солидарность» обещает закупить для них окна и входную дверь. Ведь в конечном итоге заинтересованы должны быть сами люди. Также сегодня закуплен лес для семьи Евлоевых. Правда, пока здесь стройка на начальном этапе. Глава семьи – инвалид 1-й группы. Семья многодетная. Здесь они сейчас залили фундамент для маленького дома, и мы подвезли лес, чтобы поставить опалубку в дальнейшем, чтобы использовали и на крышу. После заливки верхнего фундамента, иншаллах, дальше подвезем блок, цемент и шифер. Сейчас на очереди в фонде «Солидарность» 1500 человек. Работа с ними ведется ежедневно. Благотворители надеются, что в месяц Рамадан пожертвований будет гораздо больше, и число нуждающихся удастся сократить. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Настоящим ударом стало для родителей сообщение о недуге 4-летней Салимы Бековой. У ребенка обнаружен лейкоз. Сейчас она проходит дорогостоящее лечение, средства на которое собирали всем миром. Тяжелую историю маленькой девочки со слезами на глазах слушали зрители благотворительного концерта. Мероприятие прошло в детском саду «Старт в будущее». Жаридат Халухоева расскажет об этом. Жить, чтобы просто любить тех, кто рядом с тобой. Не детская история, рассказанная маленькими артистами о Салиме Бековой, которая в свои 4 года вынуждена бороться за право быть обычным ребенком, играть в игры с другими детьми или кататься на велосипеде, как год назад, до того, как ей поставили страшный диагноз. Сегодня ее история звучит из уст воспитателей детского сада. Она 17 дней
Поддержка и опора нужна всем людям без исключения, но особо в них нуждаются дети и семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это чувствует каждый, кто находится в этом зале. И хотя самой Салимой здесь нет, протянуть руку помощи, чтобы высохли слезы боли на глазах хотя бы одного ребенка, оказалось важнее всего. Когда видишь маленького ребенка, не знаешь, чем ему помочь, у него довольно серьезное заболевание, конечно, это сильные эмоции и желание помочь и поддержать такую семью и такого ребенка. Ребенок очень тяжело болен, нам очень вообще даже смотреть, слушать такое очень тяжело. Не то, что иметь такого ребенка в доме, конечно, родителям хотим оказать полнейшую поддержку. Море улыбок, безудержное веселье, заразительный смех. Каждый день, видя такими своих воспитанников, работники детского сада решили подарить эту частичку счастья и Салиме, вдохновив ее тем самым не опускать руки и продолжать бороться со своим недугом. Привлечь внимание людей к бедам тех, которые находятся рядом с нами. Может быть, они не знают, что не прилагая каких-то усилий, они могут помочь кому-то. Надеюсь, что, как сказал наш руководитель, после нашего мероприятия сегодняшнего, людей, готовых протянуть руку помощи, будет в разы больше. Ежегодно в республике выявляются десятки случаев онкологических и гематологических заболеваний у детей. Процесс лечения и реабилитации ребенка нелегкий, сопровождается материальными затратами. Здесь помощь по-настоящему неравнодушных людей порой просто необходима. Для семьи Бековых такими благотворителями оказались фонд «Тешим» и воспитатели Сужинского детского сада «Старт в будущее». За очень короткий промежуток времени сбор средств продолжался чуть больше 2 недель. В благотворительной сфере это короткий срок. Сумма была собрана. Вот сегодня состоялось благотворительное мероприятие, на котором были собраны эти средства. А той семье я могу сказать, что в данное время они находятся в Ставрополе, проходят лечение. И всю собранную сумму мы переведем им. Мы провели чудесное мероприятие, в котором участвовало очень много гостей. За все огромное всем спасибо. Милосердие никогда не останется незамеченным. Этот концерт – яркий пример того, что в нашем мире есть место милосердию. И хотя, к сожалению, невозможно спасти всех больных детей и решить проблему в корне, мы в состоянии помочь кому-то одному. Жарайдат Халухоева, Аслан Героев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи.